художественную гимнастику я пришла в 5 лет в клуб «Бриллианты Туймады». И получается 9 лет я уже занимаюсь, И 7 лет из них я занималась в «Бриллиантах Туймады» у тренера Павлова Евгении Павловны. И последние 2 года я занималась в Москве. В художественную гимнастику меня, конечно, привела мама. То есть не было никаких целей, каких-то таких особых грандиозных планов. Просто хотели попробовать, потренироваться, вообще для себя. Но все переросло уже в более профессиональный спорт. В семье у меня профессиональным спортом уже никто не занимается, но раньше брат занимался баскетболом, даже как-то мог это совмещать со стрельбой. Ему очень нравилось заниматься еще волейболом, то есть он очень активный образ жизни вел. Сначала до художественной гимнастики меня мама привела в фигурное катание, но как-то решили попробовать все-таки в гимнастику, все-таки что-то не устраивало, и в гимнастике, правда, понравилось больше. Мне очень нравится работа с предметом, делать разные риски, мастерства. И, в принципе, их же всего у нас сколько получается? Скакалка, мячик, лента, булавы, обруч. И, получается, с каждым предметом очень интересно работать, потому что они разные, у них и форма разная, и вес у них разный. И мы каждый раз перестраиваемся с предмета на предмет, и нужно же привыкать к каждому, и сам этот процесс очень интересный. А я раньше была личницей. Личная программа мне тоже нравится, как и групповое упражнение. В личной программе ты сам за себя, выходишь один на ковер и думаешь только о себе, о том, как бросить хорошо, себе конкретно прям. А в групповых упражнениях вы как одно целое должны работать. То есть не думать только о себе конкретно, а думать о всех и синхронизироваться со всеми. То есть мы же не можем отдельно друг от друга ходить, делать танцевалки, мы должны все делать вместе. И мне кажется, что в этом плане в групповом может быть даже немного сложнее, что нужно следить за всеми, но это тоже и личное тоже сложно, все-таки тут ты один и не можешь ни под кого подстроиться, не можешь ни на кого надеяться. Я была в 2016 году на играх «Дети Азии», но я была просто как зритель, можно сказать. Я делала всего лишь показательное, мы делали его большой-большой группой. И я тогда сказала своей маме, что я очень хочу участвовать в «Дети Азии». И мама как-то тоже пыталась мне в этом помочь, тоже участвовала в моих тренировочных процессах, смотрела за результатами. Но это была моя огромная мечта, и что когда мы узнали что мы поедем в Москву готовиться на «Дети Азии», все были безумно счастливы. В этой команде мы всего 1 год, то есть мы за 1 год готовились к «Дети Азии». По 8 часов в день тренировались. И прогоны делали, много-много прогонов, подкачки делали, чтобы быть готовым физически. И также мы еще и морально все-таки готовились, между собой разговаривали, все-таки это тоже очень важно. Отработка программы, это, наверное, самое сложное, потому что нужно каждое движение отработать так, чтобы ты был в нем уверен, чтобы не выходить и думать, что я здесь, наверное, смогу ошибиться, здесь у меня вылазят ошибки часто. Нужно прям каждый раз повторять и закреплять у себя этот материал в голове, чтобы знать, как правильно, четко это сделать, чтобы никакой ошибки не вылезло. А потом это же еще нужно совмещать с другими движениями, и это очень сложный процесс. Как за ковром, так и на ковре. То есть дружно за ковром, вместе за ковром, так и на ковре будет. Все вместе, дружные, одной командой. Мы выступали 3 дня. В первый день, он, наверное, для меня всегда самый сложный. Я даже немного волновалась, но после выступления поняла, что все ошибки, которые могут выходить, они в основном из-за волнения, и нужно настроить себя на то, что все будет хорошо. Мы ведь целый год работали, и неужели это все было зря? И у нас это уже все наработано давным-давно, нужно просто выйти и сделать, как мы это все умеем. На 2-й день я уже более спокойно выходила, и на 3-й я уже выходила не в смысле, чтобы выступить там, а в смысле, чтобы показать как будто бы спектакль для людей, для зрителей, которые смотрят. Поэтому самый такой тревожный день был первый, а в остальные я уже поняла, что наоборот нужно расслабиться и делать все в удовольствие. После обручей мы сели на диванчик и ждали свою оценку. И мы увидели, что уже такие команды, которые сильные считались нам, казались для нас сильными, они уже выступили, мы видели их оценки. И когда мы услышали что у нас оценка 33, и мы первые на первом рейтинге, мы были очень шокированы, мы были счастливы, но мы не могли тогда в тот момент расслабиться, потому что нам нужно было настроиться на 2-й вид.
Ну и вот, и после второго вида нам очень долго не говорили оценку, но потом уже сказали, мы тоже обрадовались. Ну, все результаты хороши для нас, и для нас главное тоже опыт. Мы были очень счастливы, на самом деле там такие эмоции, их невозможно передать, это надо почувствовать. В моменте, на самом деле, даже проскальзывают какие-то мысли в голове интересные, которые вообще не относятся к выступлению, и я не понимаю, как так происходит. Я вроде бы делаю какие-то элементы, а у меня проскальзывает мысль вообще не о выступлении. Я всегда иногда шокируюсь в такие моменты, потому что, непонятно, как так происходит. Я помню вот эти моменты, помню броски, как я бросала, но это классно. Я для себя знаю, что я свою цель выполнила, и моя мечта исполнилась. Я ведь еще вот вспоминаю, как я буквально в 2016 году говорила, что я хочу участвовать, а так получилось, что я и участвовала, еще и смогла занять первое место. И, конечно, я очень счастлива этому. Я, наверное, посвящаю ее маме, в первую очередь маме, своим тренерам, за то, что они готовили нас к этому, и за такой короткий срок, за год, смогли это сделать. Но маме в первую очередь все-таки, потому что она была со мной все это время, и она сделала для меня очень много, и поддерживала меня всегда везде и во всем, никогда не говорила, что не получилось, значит, все, ладно, не будем дальше идти, а всегда, наоборот, говорила дальше и до конца. Поэтому в первую очередь своей маме. Алина Кабаева очень яркая, она мне очень нравится. Яна Кудрявцева очень красивая гимнастка. Александра Солдатова. Ну и, наверное, за свой характер Маргарита Мамун. Мне очень нравилось, как она сделала ленту в Рио в 2016 году. Это было очень такое напряженное чувство, когда я смотрела. Вот, и за это упражнение она мне очень понравилась. Хочу выигрывать, хочу показывать хорошие результаты, и хочу, чтобы очень красиво смотрелось на ковре, чтобы артистично выглядело на ковре. Ну и в целом вот.